10 класс. Урок русского языка и литературы. Тема урока — творчество Алексея Константиновича Толстого. Сегодня на уроке вы должны узнать, обобщить и систематизировать знания по творчеству поэта, анализировать стихотворение Алексея Константиновича Толстого «Растянулся на просторе». Ребята, заполните хронологическую таблицу жизни и творчества Алексея Константиновича Толстого. Тетрадь делим на 2 колонки. На правую пишем хронология, на левую события. Годы жизни Алексея Константиновича Толстого 1817-1875. Лев Николаевич Толстой – один из наиболее известных русских писателей и мыслителей, один из величайших писателей и романистов мира. Его произведения многократно экранизировались и инсценировались в СССР и за рубежом, а его пьесы ставились на всех сценах мира. Лев Толстой был самым издаваемым в СССР писателем с 1918 по 1986 год. Общий тираж его изданий составил 436 миллионов экземпляров. Его творческое наследие составляет 165 тысяч листов рукописей и 10 тысяч писем. Полное собрание сочинений издано в 90 томах. Лев Толстой родился 28 августа 1828 года в Тульской губернии, в наследственном имении матери, Ясной Поляне. Он был 4-м ребенком в семье. Мать умерла в 1830 году от родовой горячки, как тогда говорили. Это случилось через полгода после рождения дочери, когда Льву не было еще и 2 лет. Вследствие этого воспитанием детей, в том числе и маленького Лёвы, занимались родственники. Свое начальное образование будущий писатель получал дома. Его обучали немецкие и французские учителя. В 1843 году Толстой поступает на факультет восточных языков в Императорский Казанский университет. Однако из-за плохих оценок ему пришлось перейти на более легкий юридический факультет. В 1847 году он покинул и его, не получив никакой степени. В это время, подражая Бенджамину Франклину, он начинает вести дневник. Именно эта привычка вдохновила его на написание собственных повестей и романов, а также позволила сформировать большинство жизненных принципов. Достоверно известно, что Толстой очень любил музыку и мог часами играть на рояле. Его любимыми композиторами были Бах, Гендель и Шопен. Старший брат Толстого, Николай, имел на него большое влияние. Именно он предложил ему поступить на военную службу. В результате Лев Николаевич стал служить юнкером на Кавказе, а в 1854 году был переведен в Севастополь, где участвовал в Крымской войне до августа следующего года. В это время он написал автобиографическую повесть детства, в которой мастерски описал воспоминания первых лет жизни. Как только произведение было опубликовано в журнале «Современник», Толстой сразу же стал популярным. Его моментально вознесли на одну ступень с такими выдающимися литераторами, как Тургенев, Островский и Гончаров. Интересен факт, что, будучи молодым, Толстой отличался высокомерием и упрямством, что хорошо заметно по его записям в дневниках. Некоторое время он сильно увлекался азартными играми, причем до такой степени, что в 1854 году проиграл в карты дом, в котором родился, что в усадьбе Ясная Поляна. Его партнер разобрал перешедшее ему имущество до гвоздика и все вывез. Сам писатель мечтал выкупить эту постройку обратно, но так и не осуществил этого. В 1857 году Толстой публично назвал себя анархистом, после чего решил уехать во Францию. Тургенев после встречи с Толстым в Париже писал: «Действительно, Париж вовсе не приходится в лад его духовному строю. Странный он человек. Я таких не встречал и не совсем понимаю. Смесь поэта, кальвиниста, фанатика, барича, что-то напоминающее Руссо, но честнее Руссо. Высоконравственное и в то же время несимпатическое существо». Интересен факт, что позже между Тургеневым и Толстым на почве убеждений возникла ссора, которая чуть не довела их до дуэли. Проиграв за границей все свои сбережения, Толстой был вынужден возвратиться из Европы домой. С 1862 года он начал издавать педагогический журнал «Ясная Поляна», где главным сотрудником был он сам. Однако, не имея издательских способностей, он сумел выпустить только 12 номеров. 23 сентября 1862 года Толстой женится на Софье Андреевне Берз, которая была дочерью врача. От этого брака родилось 9 сыновей и 4 дочери. 5 детей из 13 умерли в детстве. На момент свадьбы Софье Андреевне было всего 18 лет, а графу Толстому 34 года. Интересен факт,
что перед свадьбой граф дал будущей супруге перечитать свои дневники, в которых описывались его многочисленные блудные связи. Он считал это честным и справедливым. По словам жены писателя, она на всю жизнь запомнила их содержание. На некоторое время в биографии Толстого наступает самый светлый период. В лице жены он нашел помощницу во всех делах, практических и литературных. В отсутствие секретаря именно она по нескольку раз переписывала набело его черновики. Однако очень скоро их счастье омрачилось неизбежными мелкими размолвками, мимолетными ссорами и взаимным непониманием, которое с годами лишь усугубилось. Дело в том, что для своей семьи Толстой предложил своеобразный план жизни, согласно которому часть семейного дохода он отдавал на бедных и школы. Ему хотелось максимально упростить пищу и одежду своей жены и детей. При этом он намеревался продать и раздать все лишнее – фортепиано, мебель, экипажи. Естественно, его супругу Софью Андреевну такой сомнительный план явно не устраивал. На почве этого у них вспыхнул первый серьезный конфликт, послуживший началом необъявленной войны за обеспечение будущего своих детей. Достоверно известно, что граф терпеть не мог, когда лают собаки, а также не любил вишни. Также стоит отметить, что он великолепно владел английским, французским и немецким языками, читал на итальянском, польском, сербском и чешском, изучал греческий и церковнославянский, латынь, украинский и татарский, древнееврейский и турецкий, голландский и болгарский языки. Анна Ахматова в детстве учила буквы по букварю, который Толстой написал для крестьянских детей. Ребята, вы послушали биографию писателя. Теперь послушайте аналитическую статью. Чарующая природа Крыма, его история и культура издавна привлекали творческих людей. Посетить удивительный полуостров стремились многие поэты и писатели, художники и композиторы. Первым русским писателем, побывавшим в Крыму, был купец Афанасий Никитин, 1474 год, автор «Хождения за три моря». Василий Андреевич Жуковский сопровождал на полуостров своего венценосного ученика Александра II. Литературное же открытие Крыма принадлежит Александру Сергеевичу Пушкину, который с семьей генерала Раевского совершил в августе 1820 года незабываемое путешествие по Тавриде. Трудно найти в русской литературе XIX-XX веков художника, который обошел бы стороной Крым. Он сыграл исключительную роль в судьбе некоторых писателей, например, Максимилиана Волошина и Александра Грина. Особое место занял Крым в жизни Антона Павловича Чехова. Именно там была написана «Дама с собачкой». Нашел отражение полуостров Крым и в творчестве Александра Ивановича Куприна, Максима Горького, Льва Николаевича Толстого, многих поэтов Серебряного века и других мастеров слова. Трижды в Крыму побывал Алексей Константинович Толстой, лирический поэт, автор исторических баллад и былин, драматург. Он написал один из лучших поэтических циклов «Крымские очерки», состоящий из 14 стихотворений. Особенно памятным для Алексея Толстого стало пребывание в Крыму летом 1856 года. Ему предшествовало участие писателя в Крымской войне. В марте 1855 года он записался в число охотников, образовавших так называемый полк императорской фамилии, но полк не имел случая быть в деле и достиг только Одессы. Вспыхнула эпидемия тифа, погибло более 1000 человек. В январе 1856 года заболел и майор Толстой. Ребята, еще раз прочитайте аналитическую статью, составьте хронологический план статьи. Обратите внимание на имена и фамилии известных людей, упомянутых в статьях. Запомните их. Следующее задание «Творческая лаборатория» называется. Составьте карту путешествий Алексея Константиновича Толстого в Крыму. Напишите текст повествования об этом путешествии поэта. Составьте текст рассуждения на тему «Поэтическое настроение стихотворения Алексея Константиновича Толстого растянулся на просторе». Ребята, назовите 3 момента в ходе урока, когда вы успешно справились с заданиями, и предложите одно действие, которое улучшит вашу работу на следующем
уроки.